Приветствуем вас, уважаемые телезрители, в эфире программы «Интервью с чемпионом» на канале Магаз. Сегодня у нас в гостях чемпион мира по смешанным единоборствам Юсуф Халухаев и президент Федерации ММА Республики Ингушетия Ваха Шанхоев. Ассаламу алейкум. Юсуф, мы поздравляем тебя с этой блестящей победой. Ты в числе первых ингушских бойцов, который стал чемпионом мира. Вот расскажи, насколько это для тебя значимая победа? Это, конечно, значимо не только для меня, но и для всей республики, я думаю. Это очень хорошее достижение в нашу копилку и в копилку всей команды ММА республики. Перед началом боев, Юсуф, наверняка у вас была такая мысль у всех троих бойцов, что вы можете стать первыми ингушскими бойцами, которые выиграли чемпионат мира. Как вы поддерживали друг друга? И вот эта мысль, она как-то влияла на вас? То есть было волнение или же был настрой? Да, конечно, на таком уровне мы выступали первый раз именно на чемпионате мира. До этого нас не допускали. И, конечно, были волнения, но такой мысли особой не было, что первый чемпион мира. Хотелось, чтобы выиграли все трое. И так получилось. И вот расскажи подробнее про свое выступление, Юсуф. Ты доволен своим выступлением? Да, конечно, я доволен выступлением. Первые 4 поединка, вот в 5-м поединке чуть-чуть не получилось показать себя на все 100%, но мы проведем работу над ошибками и будем работать с тренерами. И если говорить уже про подготовку, Юсуф, насколько я знаю, у тебя были еще сборы. Вот расскажи подробнее, где ты готовился и где у тебя проходили сборы. За месяц до турнира я провел сбор в Таиланде, провел хороший сбор. И уже по приезду домой с тренерами, с Вахой, с Муслимом дальше подготовились, провели работу над ошибками и выступили. Вот насколько я знаю, Юсуф, ты впервые, да, участвовал на сборах за пределами нашей страны. Вот понравилось тебе? Расскажи про свои ощущения там. Да, конечно, там чуть все по-другому, своя атмосфера, много разных людей. Ты набираешься опыта у бойцов, которые приехали с разных уголков мира. И вот так вот. Это очень хорошая такая тренировка получается, ну, набираешься. То есть акцент ты сделал на стойку, да, во время сбора? В планах было делать акцент на стойку, но получилось так, что больше проводили в борьбе времени. Ваха, мы с тобой каждый раз говорили про твои цели. У тебя главная цель была, чтобы хотя бы один наш боец стал чемпионом мира. В итоге у нас 3 чемпиона мира. Ты доволен? Я считаю, что сейчас можно уже выдохнуть и чуть, я думаю, даже расслабиться где-то в моменте. Потому что, да, это феноменальный результат, результат которого, наверное, никто не ожидал. А даже вся сборная России, они были очень сильно удивлены тем, что наши ребята показали такой результат. И да, 3 чемпиона мира, действительно я доволен, и мы к этому шли. Но также перед этим чемпионатом мира, хоть я и всегда говорил, что хотя бы один чемпион мира нужен для республики, но понимая ту важность, ту ответственность, которая на нас ложилась, да, в тот момент, и понимая, на что способны эти ребята, я уже метил хотя бы на 2 золота. И вот так и произошло, что действительно Сириев Абдулмалик тоже действительно очень хорошие бои показал. Халухаев Юсуф, очень тяжелые бои были, финальный бой очень тяжелый был. И также Хазботов Аслан на характере вытащил, можно сказать, финальный свой бой. И получилось у нас 3 золотых медали на чемпионате мира. Смотри, Ваха, многие не знают то, что происходит за кулисами, да, вот подготовка, вот договора какие-то, да, вот эти моменты. Расскажи подробнее, Ваха, насколько тяжело было воспитать 3 чемпионов мира? Это действительно нелегкая работа, и это не так, что ты сегодня поехал, да, на чемпионат мира, и у тебя уже 3 золота. Это очень долгий, тернистый путь на протяжении 5-6 лет. Эти ребята готовились, тренировались, выступали, где-то проигрывали, опять снова возвращались на этот путь. Потому что каждый раз они отбирались, каждый раз они выступали на чемпионатах СКФО, на чемпионатах России, и никак не могли добраться до мира, так как нас не допускали. Вот. Сегодня сложилось так, что эти ребята выиграли в этом году чемпионат России, и уже находясь в сборной страны, они уже имели
четкий план, четкое понимание того, что им делать. Они знали, что им в конце года надо будет выступить на чемпионате мира. И со своей стороны, и со стороны федерации, и со стороны тренерского штаба, да, и я, и Муслим, мы вместе работаем в зале, мы приложили все усилия, чтобы эти ребята достигли максимума, чтобы они могли себя показать на все 100% на данном чемпионате. И также и ребята отдавались этому, они, как я сказал, они, понимая всю эту ответственность, выкладывались максимально, готовились. И, ну, без этого никак, если честно, на чемпионат мира просто так ты чемпионом не станешь. Даже в призеру там зайти очень сложно. Поэтому эти ребята, я думаю, заслужили этот результат сегодня. Как Юсуф сказал, Ваха, наши бойцы первый раз участвовали на таком высоком уровне. Ты находился в углу каждого бойца. Насколько тяжело было, Вах, настраивать наших ребят? Очень тяжело. Если честно, мне намного тяжелее бывает секундировать, чем выходить и самому выступать. Но это как и все тренера отмечают, да. Но когда у тебя дерутся твои же ученики, которые там с малых лет выросли в твоем зале перед твоими глазами, и ты их начинал выставлять с юниорского возраста, и сегодня они выходят уже по взрослым, да, выходят соперниками примерно моего возраста. И, конечно, ты за них переживаешь, конечно, ты за них боишься, понимаешь, что не дай Всевышний, там что-то не так пойдет, это травма, да, и это очень надолго. Поэтому, понимая все это, очень, очень сложно бывает. Но, как я сказал, эти ребята ментально очень сильно подготовлены. Они и физически, и ментально, они были готовы к этому чемпионату. И чуть настроить их, подвести, да, каждой схватке мы перед каждым боем мы разговаривали, мы сидели в раздевалках, готовились к каждому бою. И я видел, как они горели этим, как они хотели выиграть этот чемпионат мира. И получилось, что мы выполнили действительно ту планку, которую мы поставили. Последним выиграл Аслан Хазботов. Вот после того, как Аслан выиграл, какие у тебя эмоции были? После того, как Аслан выиграл, я просто хотел, если честно, отдохнуть, уехать оттуда, потому что мы там находились почти неделю, и каждый день это действительно мучение для этих ребят, потому что каждый день весогонка, мы взвесились, в этот же день деремся, первый день прошел, мы ночью возвращаемся в гостиницу, и мы начинаем гонять вес на следующий день. И получалось, что у нас ночью мы не смогли уложиться в лимит. Утром вставали, шли опять в зал и опять гоняли с утра. Оттуда же сразу на весы взвесились, покушали и в зал. У нас бои. Это очень тяжело. Действительно, люди, которые не понимают изнутри эту кухню, они так думают, там, вышел, подрался, да, выиграл там, пару боев, и все, чемпион мира. Действительно, огромный путь, огромный действительно характер, который там нужно показывать. Элементарно на весогонке, то, что эти ребята делают. Я, так как сам прошел через это все, да, и в недавнем времени был тоже спортсменом, я, конечно, понимаю их состояние, конечно, понимаю, как их поддержать, как их подбодрить, где-то, наоборот, поругать, чтобы они там сделали правильно, как нужно. Поэтому это все очень сложно дается. Но мы понимали, что этот уровень, он требует каких-то жертв, и мы себя ограничили очень во многом. Поэтому эти ребята на сегодняшний день являются единственными чемпионами мира по смешанным единоборствам у нас. Юсуф, вот Ваха сказал, что вес тяжело уходил. Вот расскажи подробнее, как у тебя проходил весогоночный процесс, вот какие-то были сложности? Да, как Ваха говорит, это нелегкое дело. Нелегко сидеть 2 месяца на диете, несколько месяцев на диете, есть одну укрутку и гречку вареную. И вот именно по любителям взвешивание бывает дважды. В этом и заключается вся сложность выступления по любителям. Некоторые даже оценивают любительские ММА, любительские выступления сложнее, чем профбои. И за счет этого вес тоже дается намного сложнее. Ты должен взвеситься, через 2 часа подраться, но при этом ты гоняешь очень много веса. Это нелегко, твой организм не успевает восстанавливаться. И уже выходишь, дерешься, идешь домой,
чуть-чуть можешь перекусить и снова приступаешь к весогонке. У некоторых вес не уходит, и приходится гонять еще на утро. Ты устаешь утром, гоняешь вес и взвешиваешься. Вот тяжело было восстановиться после весогоночного процесса? Да, именно в любителях тяжело. Ты не успеваешь ничего делать, ты можешь чуть-чуть перекусить и сразу выходить драться. А вот если говорить про время между боями, тебе хватало этого времени, чтобы восстановиться между боями? Да, в принципе, времена между боями, пока пройдет один круг, ты успеваешь восстановиться, отдохнуть, передохнуть, одним словом. Ваха, вот смотри, возвращаясь к весогоночному процессу, вообще как спортсмен восстанавливается после весогоночного процесса? Он же не сможет просто покушать и восстановить свой вес. Если честно, в любительском ММА у тебя на большее времени нету, потому что ты в 8 часов взвешиваешься, и в 10-11 часов у тебя начинаются бои уже. Поэтому у тебя пару часов, чтобы выпить воды, покушать, попить чай, максимум там полчаса отлежаться. И как уже делается в профессиональных боях, да, как мы это все знаем, там ставить какие-то капельницы, витамины, у них просто времени нету. Единственное, перед финалами, когда нет взвешивания, они могут что-то делать, пытаться восстановиться уже, но истощенный организм за 2 дня, его мало чем поддержать, если честно, потому что действительно это организм у тебя, хорошо, что они выдержали, но у многих организм там сдавал, и тем более часовой пояс другой. Здесь улетали, было жарко, солнце светило, мы туда прилетаем, там минус 15, и действительно для нас это, конечно, какой-то стресс для организма, да, тем более Юсуф проходил сбор в Таиланде, там вообще жарко было, он сюда прилетел, акклиматизация, опять мы полетели в Ханты-Мансийск, там акклиматизация, и все эти нюансы надо учитывать просто, и как тренер, и как и я как руководитель, да, этих ребят, и как личный тренер. Мне приходилось как-то заранее уже думать, что, как сделать, как правильно будет. И каждая деталь в этом деле, она важна. И там не просто выйти, там, подраться, проиграл, выиграл. Мы не можем вот так рисковать на таком уровне, потому что дойти до следующего чемпионата мира, я понимаю, насколько это будет сложно. Действительно, это почти невозможно. Сделать опять этот круг, который мы делали, начиная с чемпионата республики, да, так сказать, это очень долгая история, и мы не хотели туда возвращаться. Мы хотели сегодня и сейчас просто забрать то, что нам полагается, потому что, будучи 3-кратными чемпионами России, и Халухай Юсу, и Сирию Абдулмалик, они, мы помним все по юниорам, тоже 18-20 лет возраст, 2 раза подряд чемпионами России становились. Потом и по мужикам взяли, и будучи вот на пике, да, своей формы, на пике своих возможностей сегодня мы хотели просто забрать чемпионат мира и уехать домой. И я думаю, уже забыть про любительские бои. И вот поэтому мы выложились и взяли максимально все, что оттуда можно было взять. Вот Ваха сказал про перелеты и акклиматизацию. Вот это как-то повлияло на твое состояние, Юсуф? Да, конечно, я чуть-чуть из-за этого пораньше постарался прилететь домой из Таиланда, так как акклиматизация, Ваха мне предупредил об этом, что надо уже заранее быть дома. Я прилетел и уже более-менее подошел к климату, ко всему, и полетели. Вроде бы не так сильно все повлияло. Вот пару месяцев назад, Юсуф, ты говорил, что у тебя ближайшая цель — это выиграть чемпионат мира. Расскажи, вот как тяжело было дойти до этой цели? Конечно, как Ваха говорит, этот путь, начиная от чемпионата республики, очень тяжелый, тернистый, и уже не хочется уже возвращаться туда обратно. Мы уже взяли этот мир, другого быть не могло, так как прошли такой тяжелый путь, и надо было оправдать все ожидания. Возвращаясь к нашему разговору пару месяцев назад, ты говорил, что после чемпионата мира уже подумаешь о том, чтобы начать выступать по профессионалам. Поменялась цель? Да, конечно, чемпионат мира был последним турниром, который мы планировали провести в любителях, и уже выступить удалось очень хорошо, и уже обговорим дальше с тренерами, с Вахой, с Муслимом, будем двигаться в профбоях. Ваха, они уже готовы выступать по профессионалам? Конечно, они готовы выступать на любом уровне. Действующий чемпион мира — это действительно уровень топового бойца, и это все знают. И действительно этим ребятам
надо уже, я думаю, уже выступать по профи, потому что они сегодня молодые, они заряженные, имеется огромный багаж, который действительно немало кто может похвастаться, да, такими результатами в любителях. Этот опыт, который они там переняли с любительского ММА, он будет всю жизнь им помогать и поддерживать, и в любом сложном их моменте, да, в бою, именно за счет этого опыта, за счет любительской базы, они будут уже выходить. Я очень надеюсь на это. Поэтому, конечно, мы будем сейчас рассматривать. Мы взяли просто паузу, отойти от всех этих турниров, чуть отдохнуть, потому что действительно ребята, я знал, что они устали, я знаю, что они морально устали от этого зала, и они сейчас будут отдыхать, и с Нового года уже будем думать, куда нам лучше уйти. Мы выберем самый оптимальный для нас вариант, чтобы сделать хороший рекорд, чтобы сделать себе имя. И у нас в любительском ММА есть имя, но нам надо уже по профи двигаться. И я думаю, мы постараемся, у нас в планах, если Всевышний нам позволит это сделать, у нас в планах сделать визу и полететь как минимум в Америку на сбор. И там уже мы будем думать, как нам попасть в высшую лигу. Но пока забегать вперед мы не будем, будем работать здесь с российскими лигами. Возможно, где-то постараемся завоевать пояс лиги. И уже, как я сказал, уже сделав 6-7 боев, постараемся перебраться в Америку. Вот в какой лиге, Ваха, ты видишь и Юсупа, и Малика? Вот самый оптимальный, на твой взгляд, вариант для них? Ты сам выступал в разных лигах, лучше знаешь. Если взять российские лиги, да, то мы понимаем, что в российских лигах это лучшая конкуренция в ICA, но с таким потенциалом я бы не хотел их видеть в ICA. Я понимаю, что там и хорошие условия, хорошо платят, но они молодые еще, там такие уже акулы сидят. Да. Рано, да? Да, мне кажется, рано их туда закидывать, и поэтому пока не стал бы. Я бы хотел в других лигах, у нас есть очень много хороших лиг, элементарно вот взять, и вот наше дело, которое предлагали контракт Юсупу, мы все знаем, очень хорошо идут, набирают темп, таких звездных бойцов подписывают. И туда можно было бы чисто для медийки, для раскрутки, да. Все-таки профессиональный спорт это другое, поэтому надо освоиться в этом направлении тоже. Можно в OpenFC или в RCC можно. Вот такие лиги заинтересованы вроде нашими ребятами, и мы посмотрим по условиям, чтобы ребята и зарабатывали, чтобы и они тоже не молодые уже, и всю свою там года 3-4 свою молодость, можно сказать, они потратили на любительское ММА. Поэтому сейчас, чтобы они заработали, чтобы они имя себе сделали, и будем дальше, я думаю, как я уже повторился, будем думать над визой уже. Вот с Асланом, наверное, сложнее будет, да, Вах, потому что во многих лигах есть определенный лимит на весовую категорию, насколько я знаю. Да, почти во всех профессиональных лигах есть лимит 120 килограммов. Аслану очень далеко до 120 килограммов, конечно. Поэтому есть лиги, вот как Найза, казахская лига, или Fight Nights, они допускают бойцов с высшим лимитом. Поэтому с Асланом насчет профбоев мы так не разговаривали, но он сейчас прилетит домой, мы сядем, поговорим. Если он заявит желание, что он хочет подраться по профи, я буду насчет него разговаривать и уже организовывать ему бои. И в конце нашей беседы, Юсуп, Ваха, поделитесь ближайшими планами. Ближайшие планы — отдыхать. Будем отдыхать, восстанавливаться и уже с выходом в зал обсуждать с тренерами, так как с ними надо все обсуждать, с ними надо планировать дальнейшее будущее. Это очень важная деталь в нашем спорте. Ну а у нас очень много ребят, которые должны сейчас выступить до конца года. Мальсагов Али должен выступить. Также, возможно, подерется и Картоев Билан. Дебют будет, да? Вейсия, да, у него тоже возможно. 11 декабря будет дебют. Мы ждем. Сегодня-завтра должны подтвердить бой. До конца года
Юсуф, Малик, вот Аслан, они отдохнут. И с Нового года мы начнем набирать форму. С января уже начнутся тренировки. Они будут набирать форму. Как только мы будем уже готовы и будем разговаривать с лигами, с января уже должны встретиться с несколькими президентами лиг, вот, и будем обсуждать их дальнейшие действия, их дальнейшие предложения. И я думаю, мы выберем, и мы уже с тобой, Исмаил, анонсируем и поговорим уже о условиях и в каких лигах будут выступать наши бойцы. Юсуф Далаев, Тубахов. Я слышу. Уважаемые телезрители, это была программа «Интервью с чемпионом». Оставайтесь на канале Магаз.